Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Афанасий Юрий Валентинович, врач-психиатр из города Череповца Вологодской области. Неоднократно мы уже работали с вашим регионом, и сегодня мне хотелось бы побеседовать с вами об очень важной, актуальной теме, которая накрыла у нас Россию буквально год назад. Тема официально звучит «Профилактика употребления никотин-содержащей продукции среди несовершеннолетних». Рассмотрим мы медицинские, психологические, правовые аспекты. Тема эта у нас появилась где-то в июле-августе прошлого года, но широкую массовую известность приобрело это с началом учебного года в прошлом году. В простонародье это называлось употребление снюсов несовершеннолетними, то есть огромное количество непонятных пакетов находили, продукции, карамели, которые подростки рассасывали и в течение долгого времени не могли понять, что же это такое и каким образом это влияет на наших детей, и каким образом это можно было профилактировать, и самое главное, нужно ли было запрещать данный вид товара вообще для распространения среди несовершеннолетних. Ну, начнем мы с правового аспекта, потому что именно в путанице определений и произошло самое главное, да, подмена понятий, когда, используя одно название, не имеющее юридического определения, мы довольно-таки долго не могли определить эту продукцию и запретить. Основной закон, который мы сегодня будем с вами рассматривать, это федеральный закон номер 15. Основные понятия, которые используются в этом законе, не учитывали те виды потребления никотин-содержащей продукции, о которой сегодня пойдет речь. То есть мы видим, что основное даже в самом законе прописано это табачный дым и последствия потребления табака. То есть ключевое слово здесь все-таки табак. Но вот еще раз, для врачей слово табак и процесс курения не являлось определяющим. То есть в законе прописано, что потребление табака может происходить различными способами, в том числе курение, сосание, жевание и нюхание. То есть принципиально ничего нового не было придумано. То есть путь попадания никотина в кровь, он уже давно прописан. Но особенность этого закона то, что прописана именно табачная продукция. И когда изготовители данного вида товара, о котором мы сегодня будем говорить, создали синтетический никотин и накачали различные пищевые продукты именно синтетическим никотином, слово «табак» перестало звучать. Поэтому под закон это не попадало. То есть, еще раз повторюсь, основной акцент у нас ставился на табак, употребление табака и табачного дыма. Соответственно, в никотин-содержащей продукции этого не было, и поэтому под федеральный закон номер 15 это не попадало, а поэтому довольно-таки быстро распространялось среди несовершеннолетних. Не буду подробно останавливаться, времени сегодня не так много, эту лекцию можно найти в более расширенном варианте, поэтому какие-то слайды я буду пролистывать. Итак, основной акцент, который делался, это прежде всего способы употребления табачной продукции. То есть для врачей ничего нового принципиально не появилось. Всего существует 5 видов, 5 способов потребления табачной продукции конкретно, да, причем один из них появился как раз вот недавно, но он больше имеет отношение к медицинскому потреблению. Это препараты, которые используются для снятия никотиновой зависимости. Но традиционно у нас выделяют курение, сосание, жевание и нюхание табачной продукции. Вся профилактическая работа в основном была направлена именно на процесс курения. Поэтому, когда появился новый способ потребления, как думали многие, на самом деле ничего принципиально нового не появилось. Дело в том, что жевание, сосание и нюхание, ну, скажем так, это довольно-таки внешние, не эстетические формы потребления табака. Да, вряд ли вы будете испытывать удовольствие, если рядом человек будет постоянно сплевывать, либо чихать на вас. Поэтому и табачная продукция сделала ставку именно на процесс курения. Там были много придуманных красивых определений, да, вплоть до табачной сессии и так далее. Поэтому вся профилактическая работа была сконцентрирована именно на процессе курения. И люди, которые недавно занимаются профилактической работой, об этих остальных способах знали очень-очень мало.
И когда появился процесс рассасывания, многие решили, что это принципиально новый путь потребления, хотя на самом деле он существовал очень-очень давно. Что же произошло? Произошло то, что никотин содержащая продукция, о которой мы сегодня будем говорить, не попала в список табачной продукции. Еще раз повторюсь, закон у нас прописан для табачной продукции. Вообще табачная продукция делится на две большие части. Это курительный табак и бездымный табак. Вот в основном 90% употребления это был как раз курительный табак. Сюда относятся и сигареты, папиросы, курительный табак, табак для кальяна, курительная махорка, бики и крекеты. Это все продается у нас в магазинах, это все можно приобрести. 90% курительной продукции было именно по потреблению, по популярности именно это. Вот внизу я специально выделил вам табачные стики IQOS. Почему мы делаем акцент? Если сейчас вы зайдете в большинство торговых центров, вы увидите, что прямо на входах стоят табачные вот эти стики, реклама табачных стиков IQOS. Когда задают вопрос, почему вы рекламируете, это видят дети, почему вы стики IQOS не продаете по правилам табачной продукции, я напомню, они у нас довольно-таки жесткие. Это продажа в специализированных либо магазинах, либо должно это быть закрыто. Здесь же все максимально открыто, идет прямая реклама. То продавцы, опять же, пользуясь дыркой в законе, говорят, что табачные стики, да, мы признаем, но мы детям не продаем, у нас есть это определение, но продаем мы так, как считаем нужным. То есть дети это все видят, и отговорка одна: табачные стики официально в федеральном законе номер 15 к табачной продукции не отнесены. Поэтому вот пока эта лазейка будет не ликвидирована, дети будут видеть прямо на входах в большие торговые центры этот товар. Ну и бездымный табак, он менее был популярен, но существовал также всегда. Жевательный табак, сосательный табак, снюс, насвай и нюхательный табак, снаф. Почему я всегда проговариваю сленговое название? Потому что если вы будете беседовать с детьми, для детей прежде всего важно, чтобы вы были хотя бы экспертом либо авторитетом в этой теме. Поэтому простой вопрос. Это уже наша практика, да, чем снюс отличается от снафа. Учителя впадали в ступор, не могли объяснить. Да, понятно, что дети дальше теряли интерес и никакого авторитета в беседе профилактической в роли учителя уже не видели. Хотя мы видим, что снюс и снаф это просто разные способы потребления. Ну, надеюсь даже, что в такой короткой лекции вы уже будете обладать основными терминами и, ответив на это, уже будете зарабатывать вот этот необходимый авторитет для детей. Потому что мы с вами знаем, дети готовы к диалогу, дети готовы спорить, дети готовы отстаивать свою точку зрения. Поэтому выходить неподготовленными на детскую аудиторию, но это означает провалить профилактическую работу. Но спешу вас успокоить, никаких глубоких знаний у детей в этой теме также нету. Знания поверхностные, вот сегодняшней лекции будет достаточно, чтобы на простые вопросы детей, традиционные, которые нам задавали, вы получите ответы. О чем еще часто говорят? Снап, снюс, снаф и часто, да, спайс. Спайс это прописана курительная смесь. Но, коллеги, сразу же предупрежу, спайс никакого отношения к табачной продукции не имеет. Это наркотическое вещество, я думаю, все прекрасно помнят 5-6 лет назад эпидемию употребления спайсов нашими подростками. Большое количество смертей было. Поэтому на данный момент спайс это наркотическое вещество, которое запрещено к реализации на территории Российской Федерации. Понятно, что в сомнении вводило слово «курительное», именно по принципу курения все считают, что это табачная продукция, но курение, еще раз повторюсь, это способ употребления. Поэтому курение, табак и спайс – это вещи не надо связывать. В составе это растительные вещества, обработанные синтетическими каннабиоидами. То есть это вещества, которые вызывали нежелательные эффекты при употреблении. Статья 234 пункт 1 Уголовный кодекс, незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ. Лишение свободы до 8 лет. Это ответственность за распространение данного вида товара.
Почему же у нас произошла подмена понятий? Дело в том, что если бы я убрал, как говорится, название, только бы эксперт смог отличить классический снюс от бестабачной никотиновой смеси. Почему это было сделано? Табак имеет юридический термин, я уже об этом подробно рассказал, а вот никотин, наркотическое вещество, юридического статуса до недавнего времени не имел. Поэтому, когда ребенок покупал снюс, это попадало под федеральный закон номер 15, а вот никотиновую смесь, никаких ограничений по продаже не было, потому что там не было табака, а никотин был не прописан. И когда вам будут говорить, что наши дети употребляли снюс, коллеги, наши дети снюс не употребляли. Снюс к реализации на территории Российской Федерации запрещен несколько лет назад. Но я думаю, вы даже и не слышали об этом законе, о том, что у нас и об этом виде товара, пока не произошел вот этот внешний взрыв. Разница, она принципиальна. Но по внешнему виду и по способу употребления это очень похожие товары. Вот так путаница в одном термине увела всю профилактическую работу в другом направлении. Дальше я покажу, как это уже работало. Еще, естественно, дети будут задавать этот вопрос и родители, что такое насвай. Насвай, коллеги, это тоже табачная продукция. И она также запрещена к реализации на территории Российской Федерации. Поэтому ни насвая, ни снюса официально купить на территории Российской Федерации нельзя. Можно, конечно, я понимаю, купить это нелегально, но имейте в виду, что за это у нас предусмотрена административная ответственность, в том числе. Номера федеральных законов вы можете посмотреть, можете это доводить до сведения родителей и до сведения детей непосредственно. Итак, собственно говоря, с чем же мы имели дело? Имели мы дело с довольно-таки хитрой манипуляцией табачников. Они убрали из состава табак, вот этот многослойный компонент растительный, и просто в пищевые продукты закачали никотин. То есть, по сути говоря, наши дети, потребляя данный вид продукции под общим названием никотин содержащий, в больших дозировках получали наркотик под названием никотин. Формы были различные. Изначально все начиналось вот с этих никпэков, которые вы видите у меня за спиной. Дальше начали закачивать в конфеты, мармелад. Вот сзади, видите, две такие коробочки разного цвета. Вот посветлее это для девочек, а потемнее для мальчиков. То есть цвет определялся количеством никотина. Там содержалась убойная доза никотина, вот главного психоактивного наркотического вещества. То есть ребенок получал эту дозу внутри себя. И здесь не важно было каким способом. Важно именно то, что никотин оказывался в крови ребенка и оказывал свое негативное действие. Дальше у нас появились вот такие зубочистки, то есть товары постоянно видоизменялись. И Роспотребнадзор довольно-таки долго не мог понять, как этот товар классифицировать. То есть к табачной продукции нельзя было отнести, к пищевой тоже. И вот довольно-таки долгое время, несколько месяцев, как раз эксперты пытались классифицировать данный табак, а пока мы данный товар, пока мы с вами этим занимались, все это спокойно поступало в школу. И факты употребления были в начальной школе. И то есть мы видим, что вот за полгода распространения товара огромное количество детей получало никотин. Вот в такой форме. Именно не через процесс курения, а через процесс рассасывания. Надо сказать, что дети довольно-таки быстро освоили этот вид товара и умели противостоять. Еще раз, один термин вводил в заблуждение огромное количество взрослых, а людей непрофессиональных, которые не знали различия, 2-3 вопроса детей просто ставили в тупик. Вот эта листовка из интернета. Здесь вы видите, как детей заманивали покупать данный вид товара. То есть это никотиновое варенье, то есть уже в сухофрукты, в варенье стали закачивать этот же никотин и продавать нашим детям. Видите, что детям доводилось только одно. То, что снюса в России нет, он не продавался. Это был другой вид товара. Поэтому, когда родитель приходил со школьных собраний и говорил, употребляешь ли ты, сынок, снюс,
Ребенок спокойно родителю говорил: у нас снюса в России нет. Открывал интернет, показывал родителю закон, который я уже на предыдущих слайдах демонстрировал, да, и это ставило родителя в тупик. То есть он говорил: а вот что за лекцию сейчас в школе слушал? Ну, дети там у нас артисты известные, говорили, ну это специально придумали для вас очередную страшилку, чтобы вы отвлеклись от пенсионной реформы. Поэтому дети в гигантских дозировках получали никотин и его потребляли. Все методы маркетинга вы видите. Доступна цена 250 рублей за баночку. Вот в этой баночке содержалось около никотина по содержанию около 3-4 пачек сигарет. То есть мы видим, что даже экономически это выгодно было покупать. К тому же сигареты, да, и табачную продукцию вам не продадут, не в каждом магазине. Это можно было приобрести на любом углу вот в прошлом году. То есть 3 пачки сигарет, это приблизительно 350-400 рублей. Вот такая баночка стоила всего лишь 250. Брал 2, давали еще скидку. Где вскрывался производитель от товара. То есть мы видим, я специально выделил, что он обещал детям. А детям он обещал никотиновый эффект. То есть вот это и есть то, ради чего мы курим. Ради получения никотинового эффекта. То есть там только через процесс сгорания растительного табака, а здесь же никотин был в чистом виде, и надо сказать, что при процессе рассасывания через слизистый никотин попадал, минуя защитные барьеры легких, печени, и мгновенно попадал в головной мозг, да, нанося свой урон. То есть ключевая позиция: неважно каким путем дети получали, важно что. А дети получали никотин. Ну, надо сказать, что много было неправильных профилактических ходов и с нашей стороны. Вот эту методичку мне присылали со всех регионов, ее распространяли в школе. Я не буду называть федеральное агентство, но дети, да, когда мы с ними разбирали эти вещи, когда они присылали, они как раз указывали на несоответствие. То есть мы видим, что изображен не сосательный табак, а вообще жевательный. Мифы. Не провоцируют рак легкой и других заболеваний. Дети задавали довольно-таки жесткий вопрос. Вот здесь же это миф, то есть получается, что снюсы провоцируют рак легких. А вот теперь объясните мне, как, рассасывая во рту никотин, я получу рак легких. То есть мы видим, дети довольно-таки быстро слабые места находили, неправильно указаны дозировки, неправильно, обратите внимание, внизу указан номер федерального закона. То есть, а вот этот материал нам предлагали для профилактики. Понятно, что вместо профилактической работы мы становились посмешищем среди наших детей. Вот так работали с нашими детьми, да, минимально концентрированно со всеми законами маркетинга. И вот так работали мы. Вот еще нам коллеги присылали, да, даже из профилактических центров. Вот определение видим. Снюс – бездымное никотин содержащее изделие на основе табака, куда добавлен синтетический никотин. То есть, ну, вообще абсолютно безграмотное определение. То есть там табак, да еще и никотин добавлен. То есть вот такие листовки распространялись, вот такие листовки мы пытались, говорится, впаривать нашим детям. Понятно, что никакого профилактического эффекта они не оказывали. А наоборот, даже больше вызывали интерес. Вот такие вещи нам дети присылали. Несколько нам регионов звонило, говорили: давайте поставим снюсы вне закона, не будем продавать несовершеннолетним. То есть, понимаете, да, снюсы у нас и так запрещены на все возрастные категории, а мы вот разрешим продавать их только вот детям продавать. То есть вот непонимание одного термина, непонимание одного товара вот практически поставило всю профилактическую работу в полный тупик. Потому что мы были ориентированы полностью на процесс курения. У нас все процессы профилактики были связаны только с табачным дымом. Ну вот как манипулировали нами производители данного вида товара. Это так называемые шайбы, которые вы видите, лифты, которые товар массово продавался в свое время. Это нам предоставили сами табачники, когда мы принимали закон региональный на территории Вологодской области. Вот табачники к нам приезжали и показывали, как они заботятся о наших детях. Наверху вы видите, стоит маркировка 18+. То есть они не указывали дозировку, они делили их на различные категории: Strong, Light, Mint.
И вот табачники нам показали только тяжелую, где 18+, а вот внизу, это уже я покупал по дороге, когда мы ехали на это собрание. Видите, уже никаких возрастных маркировок не стоит. То есть вот такая ложь, вот такая манипуляция, то есть детям под видом, скажем так, развлечения продавали товар, который содержал никотин. Признаки употребления. Ну, сейчас уже, скажем так, эпидемия основная ушла, да, массового употребления нету, но в основном все приобретается нелегально. То есть способы, признаки, как узнать, мы вот родителям показывали, многие потом после наших лекций описывали, что говорит, были в шоке, приходили, и все, что вы говорили, мы видели на наших детях. Способ потребления вы уже поняли, да, это рассасывание между губой и десной. От ребенка не пахнет никаким табаком, потому что табака нет. От ребенка пахло каким-то ярким ароматизатором, сосной, пихтой, либо ментолом. То есть, если у ребенка в комнате стоял стойкий запах ароматизатора, большая вероятность была, что ребенок рассасывал это в комнате, и запах просто не выветривался. Вот такой признак был, как посмотреть на зубную щетку. Это нам врачи уже, стоматологи подсказали. Дозировки были огромные, были ожоги десны, разъедание корней зубов и кровоточивость десен. И вот как раз одним из признаков, когда дети чистили зубы, это вот повышенная кровоточивость. И вот как раз, когда водили к стоматологу, опытный профессионал сразу же определяли места ожогов и доносили это до родителей. При рассасывании идет обильное слюноотделение. Дети должны были постоянно сплевывать, но чтобы не бегать, не привлекать ваше внимание, они ставили простые стаканчики, чаще всего непрозрачные, и просто туда сплевывали, пока рассасывали. То есть, когда вы заходили, видели непрозрачный стакан в большом объеме, это тоже косвенный признак был, показывающий, что ребенок у вас употреблял никотин содержащую продукцию. Ну и самое главное, это внешний вид, то есть родители даже не знали, что это, как это выглядит. Вот после наших лекций, когда все это рассматривалось, родителям это все показывали, многие, приходя домой, обнаруживали это лежащее прямо на столах у наших детей. Ну, несколько вариантов предлагалось на тот момент блокировки продажи, в частности, проверка сертификата соответствия. Большинство товара было фальсифицировано. То есть по штрих-коду определялся абсолютно другой товар. Но для родителей было очень убедительное исследование Саратовской лаборатории, это нам коллеги из Саратова прислали, которые доказали, что в этой продукции содержалось большое количество солей тяжелого металла: ртуть, свинец и кадмий. Вот для родителей это был очень хорошим таким показательным моментом, потому что все знают, что соли тяжелых металлов из организма не выводятся. Они концентрируются каждый в своем депо. Таким образом, ребенок с раннего возраста рассасывает, получая вот это никотиновое удовольствие сомнительное. Кроме этого, еще наносил урон в виде того, что в его организме накапливаются соли тяжелого металла, которые будут оказывать негативное влияние на протяжении всей жизни. Ну, на территории Вологодской области мы работали довольно-таки быстро, мы уже не первый раз этот механизм использовали. 3 года назад у нас один из первых регионов в России запретил продажу электронных сигарет или так называемых вейпов несовершеннолетним. Поэтому достаточно было собрать хорошее экспертное сообщество. Вот на фотографии видите представители ЗАГС собрания. К нашему удивлению приехали представители табачной компании. Это, наверное, единственный случай в России, когда они выставили своих представителей. Но, еще раз говорю, разговор закончился довольно-таки быстро, чтобы все манипуляции были вскрыты. Вели мы и профилактическую работу в школах. Вот в отличие от наркотиков, употребляемых там перорально, либо через вену, ну, более тяжелых, да, сленгово так назову, где волонтерам работать без подготовки нельзя, иначе это будет пропаганда, а не профилактика. Волонтеров вот по этому направлению мы могли подготовить за 3 часа, рассказав вот то, что сейчас мы вам расскажем, но в более широком формате. Поэтому волонтер спокойно на родительских собраниях выходил и давал правильную информацию для родителей. Ну и доводим до вашего сведения, что на тот момент, на декабрь, Роспотребнадзор нашел только один механизм запрета этого товара, приравняв его к пищевой, как ни странно. А пищевая продукция должна была иметь жесткие сертификаты, на основании этого продажа была заблокирована, пока в
июне этого года не вышел закон о запрете продажи всей никотин содержащей продукции. Ну вот для коллег-волонтеров будет интересен, да, механизм, как сделать правильно контрольную закупку. Здесь надо жестко соблюдать несколько правил. Я знаю, что многие молодежные парламенты этим грешат, да, любят делать эти контрольные закупки. Коллеги, да, если вы это делаете, обязателен чек, сопровождение взрослого, либо письменное разрешение родителя, подростка, который совершает контрольную закупку. Вот без этого все ваши действия будут незаконны, и продавцы довольно-таки легко уйдут от ответственности. Ну, вот о чем мы уже говорили. 3 года назад мы приняли запрет о продаже вейп-продукции электронных систем доставки никотина на территории нашего региона. На тот момент федерального закона не существовало. Ну вот, кого интересует документация, вот, пожалуйста, технические регламенты, почему была запрещена и по какому принципу была запрещена продажа никотин содержащей продукции до лета этого года. Сейчас есть вот он федеральный закон, он принят, поэтому, коллеги, следим за исполнением этого закона. Поэтому, если где-то у вас в регионе продаются никпеки или так называемые снюсы, можете смело вызывать и полицию, и Роспотребнадзор. На данный момент это незаконно. Вот, летая часто самолетами, я могу сказать, что в аэропортах этот закон уже действует. Кто много летает, знает, что курильные комнаты были запрещены в аэропортах, и в большом количестве были как раз комнаты для потребления айкоса, бездымного способа потребления табачной продукции. Сейчас эти комнаты закрыты. И вот конкретно, да, в Москве специально ходил, смотрел, эти комнаты айкоса не функционируют, это точно. Поэтому доводим это до наших родителей, до наших детей, что продажа, да, соответственно, потребление, это все сейчас вне закона. Ну вот, коллеги, такая вводная часть. Ну, следующие слайды я пробегу быстро, потому что это тема для нескольких часов. Это уже профессиональная подготовка к разговору с детьми. Повторюсь, дети готовы спорить, дети готовы озвучивать свои версии. И авторитет для современных детей – это тот, кто владеет информацией. Но если вы выйдете неподготовленным на аудиторию, авторитет вы свой погубите окончательно. Соответственно, никакой профилактической работы у вас уже не получится. Надо знать, коллеги, о чем мы разговариваем. Ничего сложного там нету. Сейчас, да, быстро я основные точки намечу, о чем мы с вами можем поработать более прицельно, если будет у вас интерес. Ну, сначала вот эту статью вам представлю. Нина Леонидовна Пузыревич, Наталья Леонидовна Пузыревич, знаю ее лично. Если хотите понимать психологию современного ребенка, вот 9 листов, да, вам даст хорошие аспекты, почему дети сейчас склонны к рискованному поведению. Видите, в социальном аспекте авторитет, кто владеет информацией. Понятно, что всю информацию они черпают из интернета. Табачники максимально пытались запутать нас. Видим, да, один закон манипуляции я озвучил. Табак было заменено на никотин, вещество без правового статуса. Дальше они предприняли попытку максимально дистанцироваться от табака и процесса курения, чтобы завести профилактическую работу в тупик. Ну и целевая аудитория потребления детей, это как ни страшно звучит, это были дети 10-11 лет. То есть это даже не подростки. Основной возраст потребляющих вейпы и ник, вот эти пэки, это были дети 10-11 лет. То есть мы видим, насколько серьезно упала возрастная планка потребления у детей. Ну, манипуляций было очень много. Вот здесь коллеги, когда вот мы прописывали вопросы, очень правильно прописали никотиновая зависимость. Это принципиально и принципиально правильно, потому что вся профилактическая работа за последние 20 лет была построена только на табачном дыме и на процесс курения. Поэтому как только появилось новое вещество, вернее новый способ потребления, другим способом, вся профилактическая работа, все вот эти устрашающие картинки стали бесполезны. Все вот эти раки, импотенции и так далее, недоношенность, они на детей так не действовали. А вот без привязки к табачному дыму учителя, которые вынуждены были заниматься работой, вообще не знали, о чем говорить.
Поэтому этот аспект я уже несколько раз озвучил. Коллеги, не важно, каким образом, важно, что попадает внутрь. А внутрь попадает никотин. И зависимость у нас не табачная, хотя и в МКБ-10, к сожалению, прописана табачная зависимость. А зависимость у нас никотиновая, никотинизм по названию наркотического вещества. Поэтому возвращаемся к старой классификации. Ключевым моментом это как раз все-таки является никотин. Ну, страшные картинки просили нарисовать, вот мы подобрали. Но детей это сейчас абсолютно не впечатляет, они наоборот даже веселятся, говорят, что ж вы такие картинки слабые подобрали, давайте мы вам поищем пострашнее. На детей это сейчас не работает. На детей принципиально важно это социальные последствия употребления наркотических веществ. Вот что действительно их интересует. Все не хотят получать права, все не хотят поступать в институты, работать на престижных работах. И в частности, справки от нарколога и психиатра. Дети об этом не знают, мы-то с вами знаем, мы на работу устраивались, в институты поступали. В том числе играют определенную роль. Причем иногда определяющую. Если вы поступаете в закрытые учреждения, ведомственные, МВД, ФСБ и так далее. Поэтому дети вот на это реагируют лучше. Что если вы будете пойманы, понятно, что на учет мы вас не поставим. Ну, давайте уж совсем-то страшилки не устраивать. Но посещение и наркологического, и психиатрического стационара, и беседа с врачом-психиатром, наркологом, ну, скажем так, не самый приятный эпизод в жизни как родителей, так и детей. И в дальнейшем, мы понимаем, что если это будет продолжаться, возможно, в том числе и постановка на, хотя бы консультативный учет, но опасность, коллеги, не в этом. Опасность в том, что дети могут перейти уже на употребление других наркотических веществ. Там крайне очень и очень тонкая. Манипуляции, видим, что привыкание везде прописано в сопровождении у табачников. Опять же, произошла подмена. Привыкание – это не такой тяжелый термин, как зависимость. На зависимость мы реагируем сразу же. А вот привыкание – это как привычка. Поэтому видите, что табачники как прописывали. Потребление никотина вызывает привыкание. Не привыкание, а зависимость. Давайте вещи называть своими именами. Это вот такие лингвистические ловушки, которые довольно-таки активно сейчас используются во многих вещах. Дети зададут несколько мифов. Это отбелить никотин. Якобы никотин содержится и в растениях, которые мы ежедневно употребляем, в помидорах, картошке, баклажанах. Миф или нет? Да, коллеги, есть. Но разница, опять же, в его количестве. Вряд ли вы съедите 10 килограмм картошки вместо одной сигареты. Поэтому там дозы микроскопические, следы никакого психоактивного вещества они не оказывают. Это будут вам дети доказывать, что это естественное вещество, а значит все, что в природе, все естественно. Второй момент. Никотин – это точка зрения врачей, это сильно действующий нейротоксин и кардиотоксин. Как ни странно, но первую лекцию мы читали нашим спортсменам, футболистам и хоккеистам. Они же говорили легкие, ты же тренер нам говорил легкие спасать, так мы же ведь не курим, мы же рассасываем. Так вот, основная точка приложения никотина – это как раз голова, головной мозг и сердце. А никотин – это, скажем так, просто по пути употребления параллельно с этим еще затрагивается. Поэтому никотин прежде всего бьет по головному мозгу и по сердечной мышце. Ну и официальная позиция наркологов – никотин – это наркотическое вещество, потому что есть абстинентный синдром, синдром отмены. Вот 3 мифа, на котором будут вам работать дети, пытаться вас подловить. Как видите, ничего сложного в этом нет. Вот эти направляющие мы вам даем, чтобы вы уже выстраивали правильный диалог. Вот этот миф вам дети будут говорить. Вот он 5-й способ, о котором я говорил, через кожу. Якобы большое количество медицинской продукции для того, чтобы бросить курить. Ну, давайте сразу же детям тоже, как говорится, поставим перед фактом. Во-первых, употребление из всего перечислено все, что вы видите, таблетки, спреи, пластыри и жвачки, у детей разрешены только жвачки. А во-вторых, их выписать может только врач. Поэтому, если хотите, вопросов нет. Иди к наркологу, признавай себя зависимым, больным человеком, со всеми вытекающими последствиями. Врач тебе выписывает официально это лекарство, ты его получаешь. Вот в чем принципиальное различие. Это медицинский
препарат, лекарство, который прошел апробацию, он безопасен. И выписывается он на бланке официальном, да, рецепт называется. И тогда ты можешь официально получать. Но для этого признай себя больным, наркозависимым. Сколько детей согласится на эту процедуру ради жвачки этой? Ни один. Поэтому здесь мы понимаем, что синтетический и медицинский никотин принципиально не различаются. Это просто синтетический путь воспроизводства никотина. Но дозировка, видите, действительно безопасна, поэтому вот миф этот разбивается очень просто вот таким путем. Где же официально применялся никотин? Так вот, никотин официально, кроме сигарет, применялся для травли грызунов и тараканов. Поэтому вот я иногда детям, да, может, не совсем корректно говорю, вот выбирайте, кем вы себя будете ощущать. Ссылки мы вам даем, можете все их проверять. О чем еще могут дети говорить? Это уже пошли интернет-мифы, о чем детей будут учить в виртуальном пространстве. Никотин ранее использовался как лекарство. Да, это было в начале 19 века, но в начале 19 века и героин продавался в аптеках, и кокаин продавался в аптеках. Но в результате исследований быстро было доказано, что эти препараты потенциальный вред больше, чем их польза. Поэтому, да, препараты были в начале 19 века, но быстро доказана была их, прежде всего их вред. Поэтому сейчас эти препараты на основе никотина не используются. Ну вот еще о чем дети будут говорить. Это безвредные способы потребления никотина. Коллеги, их нет. Вот можете посмотреть, да, мы подробно эти мифы разбираем, когда у нас большие идут семинары. Как прописываются, видите, без дозировок, максимально размытые определения. Ну вот, как врача, меня психиатра заинтересовало якобы исследование о том, что курящие люди меньше болеют болезнью Паркинсона и Альцгеймера. Такое исследование действительно проводилось, но там было просто прописано курящие люди, то есть использующие табак. И вот видите, они вывод делают. Теперь, оказывается, мы считаем, что вся причина была в никотине. Коллеги, в табаке содержится там около 4000 веществ. А почему не другой? Откуда сделан вывод, что никотин? То есть вот такие несостоятельные мифы, но для детей они понятно, что в приоритете. И если вы, да, не знаете, как на эти вопросы отвечать, понятно, что профилактической работы никакой не будет. Вот шведские исследования приводятся. Да, в Швеции и Норвегии продажа снюса разрешена, но опять же в специализированных магазинах с довольно-таки жесткой документацией, выдержкой дозировок, и несовершеннолетним он не продается. Вот эти все мифы, эти дети вас будут этими мифами нагружать, показывать источники. Достаточно владеть хотя бы вот таким минимальным требованием, чтобы эти мифы довольно-таки успешно все-таки развенчать. Ну вот в сентябре, давайте пропустим этот слайд. Дальше мы перейдем уже на более такую широкую лекцию. Это вообще электронная система доставки никотина. То есть кроме никпэков, так называемых электронных сигарет, индустрия табачная предоставила огромное количество альтернатив к форм курения, как они называли. Вот, к сожалению, сколько я не ездил по России, назвать все препараты или все технические гаджеты, которые здесь устроены, взрослые не могут. Дети называют все безошибочно. Ну, в качестве такой быстрого ликбеза. Слева наверху мы видим, это электронная сигарета, электронный кальян, вот эти цветные палочки, вейп, вот как выглядит вейп, видите, да, курящий вот мужчина, такая жидкость. Внизу это система нагревания табака, это система Glo и Joule, они активно продавались в магазине, все это тоже можно увидеть. Минифиты, это мини-вейпы, да, с большой концентрацией никотина, с флешечку такой небольшую. Ну и айкос, о котором мы уже говорили. Айкос это бездымный, то есть происходит нагревание, испарение никотина. Да, коллеги, напоминаю, никотин это жидкость, которая либо нагревается, испаряется, либо сжигается и тлеет. Вот это все активно детьми использовалось. Компетенция, конечно, учителей оставалось желать лучшего. Потому что, когда четырехклассник убеждает учителя, что вейп ему прописал врач для лечения бронхиальной астмы,
Ну, коллеги, дальше уже некуда. А Айкос это ионизатор воздуха, я тут вам сижу на уроке, еще и воздух чищу. Ну, хотя бы знаете внешне, как это выглядит. Еще раз говорю, не надо там глубоко погружаться, но внешний вид должен вас сразу же внимание привлекать, чтобы уже, да, понимать, с чем вы имеете дело. Ну вот способы употребления, они прописаны: нагревание, испарение, рассасывание. Повторюсь, не важно как, важно что, а внутрь попадал никотин. Мифы, которые дети будут приводить: мы не курим, мы парим. Объяснял его уже, да, неважно каким путем. Если родители сопротивляются, бывает и такое, я задаю довольно-таки простой вопрос. Каким образом вы хотите, чтобы ваш ребенок получал наркотики? Таблетки, косяк, либо укол? Какой ответ? Никаким. Неважно как, важно что. На это, говорится, родительские споры после этого прекращаются. Ну и самое главное, да, смеси безопасные, абсолютно ложь. Вейп-продукция также опасна для здоровья. Вот основные статьи, внизу ссылка, основные факты. Все это мы подробно и с детьми, вернее с родителями и с учителями разбираем, чтобы они могли на все это отвечать. Да, вот они, ну, один пример приведу. Минимальный состав вот этой жидкости, жижа в простонародье, либо сленг. Дети говорят, ну там же есть никотин, содержащий жижа, есть без никотина. Вот без никотина там глицерин, пропольгликоль и ароматизатор. Это же безопасно. Ничего подобного. При нагревании глицерина и пропольгликоля до 187 и 290 градусов, соответственно, из этих веществ выделяется формальдегид. По-медицински это трупный яд. Мощнейший нейротоксин. Я думаю, больше ничего доказывать не надо. Вдыхается пар, преобразованная вода. Ложь. Вдыхается высокодисперсная водная смесь, содержащая вот эти вредные вещества. Вот этих манипуляций огромное количество. Еще раз повторюсь, это все, что касается тела. А вот на психологию уже вейперы спорить с нами не могут. Мы огромное количество проводили мероприятий, вейперов приглашали. Вот там еще, если мы спорили с ними, вот тут ничего вейперы не могли нам сказать. Прежде всего, вейп придуман для того, чтобы сломать психологический барьер перед затяжкой. Многие люди не курят, я сам не курю, да, пробовал в мединституте, но вот, слава богу, преодолеть этот барьер затяжки я не смог. Слава богу, как говорится. Вот именно вейп, его задача сделать первую затяжку максимально комфортной и максимально безболезненной. Ну а дальше, уже через 3-4 года, ребенок 100% в дальнейшем переходит на сигарету. Я думаю, что больше доказывать вам ничего не надо. Если есть интерес, можете провести свое расследование интернет. Все вейп-компании – это дочерние компании табачных концернов. Можете посмотреть, все это официально выложено. Ну вот это слайды родители, как к нам обращались, мы их консультировались. Это вот я рассказывал, как у нас распространялся в Череповце, и как родительское сообщество блокировало эту продажу через пиццу и суши. Ну и заканчивая уже нашу лекцию, да, я приведу пример, как, к сожалению, при участии нашего коллеги, врача-психиатра, в начале 19 века на сигареты были подсажены женщины. В начале 19 века курение, представить женщину с сигаретой, да еще на улице, было невозможно. Да? Как говорится, по степени морального падения она даже ниже женщин с низкой социальной ответственностью стояли. Но это официально зарегистрированный факт, можете, он прописан во всех учебниках наркологии, можете найти. К Зигмунду Фрейду, вернее к его племяннику, который жил в Америке, пришел один из магнатов и попросил сделать так, чтобы женщины курили. Бернейс, это племянник Фрейда, использовал как раз психоанализ, мощнейший инструмент подсознательного воздействия. Вот он придумал, наверное, первую такую флеш-моб-акцию «Зажги свой факел свободы». То есть в одном месте собрались женщины в огромном количестве. Сцена стояла, вышло 5 женщин и просто на виду у всех закурила. Понятно, что это вызвало дикий бурю эмоций, протестов, но ключевая позиция была сделана. Женщина может курить, и это могло уже ассоциироваться в сознании у большинства
жителей, да, ну, горожан, которые могли уже, да, доказывать, что и женщина в том числе может курить и имеет право на это. Понятно, что большой процент не был. Тогда через 5 лет снова пришел этот же магнат, Lucky Strike это тогда была компания, и сказал сделать так, чтобы женщины курили на улицах. Женщины курили, но курили они, как правило, дома, назло, говорится, своим мужчинам. Поэтому Бернейс простимулировал такую целую кампанию, где также никотин преподавался как лекарство, да, действительно, там и от лечения туберкулеза он одно время рекламировался. Видите, да, что и врачи рекламировали табак. Но самое главное, да, его гениальность была в чем? Он провел серьезное исследование и выяснил, где больше всего времени женщины проводят вне дома. И это и сейчас работает. Большинство женщин у нас любят посплетничать и пообщаться со своими подругами. Это, конечно же, в кофейнях, либо в ресторанах, либо в чайных, либо в каких-то вот этих точках. И тогда женщины заказывали, естественно, чай, и все время заказывали, что они к чаю и кофе? Они заказывали сладкое. И вот Бернейс простимулировал исследования большого количества ученых о вреде сладкого. Это было доказано, я думаю, что сейчас уже никого в этом убеждать не надо. Но он сделал гениальный ход. Вот смотрите, сладкое, оно вам вредно. Поэтому, если хотите общаться и не подвергать себе риску, вместо булочки закажите сигарету, и все у вас будет хорошо. Понятно, что этот миф через определенное количество времени был разбит, но за вот эти несколько десятилетий женщины стали также наравне с мужчинами спокойно курить везде, вся и все. Вот сейчас, если да, вы видите мифы о пользе, врачебное сообщество, фильмы, реклама, да, все то же самое, только целевая аудитория сейчас это не женщины, а наши дети. Вот что опасно. Поэтому, да, не надо делать эмоцию или иллюзию, что табачники, изобретая вот эти электронные системы доставки, заботятся о здоровье наших детей. Ничего подобного, их ключевая позиция – увеличить потребление именно табачной продукции вот таким извращенным способом через наших детей. Напомню, что средний возраст вейпера – это 10-11 лет, ну а никотинчики вот эти, да, никпеки, были факты у нас продажи и употребления уже в начальной школе. Вот таким образом табачники, да, довольно-таки быстро и безболезненно подсаживают нас на свою продукцию. Ну, дальше мы уже рассказываем, где сейчас приобрести, то есть как сформировалась субкультура кальянщиков. Понятно, что продажи все сейчас в интернете. Но вот закончить я хотел бы вот этим слайдом. Это закон. И этот закон будет принят в конце 2020 года. То есть осталось несколько месяцев. Так вот, я зачитаю. Планируется ввести уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотиков и психотропных веществ в интернете. Ключевая позиция – уголовная ответственность за пропаганду в интернете наркотиков. Поэтому, когда ваши дети, да, как им кажется, вот будут размещать вот такие безобидные слайды, юмор, как они считают, это будет попадать под понятие пропаганды. И чем это все закончится, ну, хотелось бы верить лучше. Вот это надо доводить до родителей, вот это надо доводить до детей, закон будет принят и будет работать. Вот теперь можете думать, да, что будет с вашим ребенком, или что, как у тебя сложится жизнь, ребенок в будущем, если ты попадешь под эту статью. Все, коллеги, большое спасибо. Еще раз повторюсь, это большая 3-4-часовая лекция, если подробно все разбирать. Вы можете найти на наших сайтах. Я благодарю коллег из Института развития Коми, да, Республики Коми, которые нас пригласили и дали возможность выступить. Наша почта, наши ресурсы. Если будут вопросы, то с удовольствием вас проконсультируем, ответим. Будьте здоровы, думайте о своих детях. Спасибо.